Ну да. фашизма. Я не хочу в этом быть задействован. До сих пор это преследуется законом, если я не ошибаюсь. Ну, Нечестно. я думаю, если ты захочешь найти, просто вбей работы и труды Блюменбаха, забей, и в интернете ты обязательно найдешь. Там более емкие одна или две, три статьи. И он тебе прочитай там многое, сразу поймешь. Как раз таки используемые ССами методы, близко, как они выявляли евреев среди других народов, как у них глаза были близко. Но это Евгеника, конечно, немножко Евгеника, это и фашизм, Это не поэтому совсем. я не хочу это пропагандировать. Это получается, в принципе, Да. если здесь определенное количество людей проводить пропаганду этому, это неправильно. А то, что проводили Евгенику, ну, Евгенику проводят и на сегодняшний день тоже. Тут ничего удивительного нету. Почему? Потому что как раз-таки статья, в которую я написал, что в Швеции проводилась сегрегация, то есть проводилась там химические, обрабатывались женщины, мужчины, которые, чтобы они не размножались. Или, допустим, в Америке в 50-х, 60-х, кажется, 50-е, 60-е годы, когда автобусы делились на белых и черных, то есть тоже происходила Ну да, сегрегация. да. И школы тоже делились. Поэтому тут для Тут не таких работ, один народ это делал. Тут многие это делали. конечно, Например, конечно, как индияне раз-таки делали очень, это же. очень многие это делали, поэтому ничего Да. такого нету. Но я не хочу, чтобы это звучало с моих уст, потому что с учетом того, что и так называют меня националистом, если я сейчас еще буду это рассказывать, Я это, это можно просто сделать монтаж и скажут, вот ну человек да, пропагандировал да, да, фашизм. правильно говоришь. Поэтому Вот я Блюменбах, немец, Блюменбах, антрополог Блюменбах, бей, как раз про это Башлам. Зерган Блюменбах формиацион. Я-то Если не это... раз рисовал лица Башлам. Ага. Лица я же не раз рисовал. И поверь мне, разницы большие есть. Ногти, лица, и определенно хало. Валлахи хало. Не Люменбах, а Блюменбах, Б. Башлам как Блюменбах. Бердзе, Знаешь, Башлам, Боргли, Борз, Башлам, Бичуни. Кивадиза, Башлам. И в 90%, если не больше, я могу определить девушку из нашего народа и из другого народа. Прикинь, да? До такой степени художество. Ты что, Но не там, честно сказать, если по работам тех же даже ученых, исследователей, которые изучали Кавказ, Центральный Кавказ, Мгм. можно очень, очень просто определить по внешности. Ну Ну, да. я честно сказать, я не хочу эту тему затрагивать. Дело Ну, в том, что оставим тогда. Оставим, да, Башлам. это немножко сложная тема, Али. Почему? Ну Потому да. что вот как раз таки в этом плане за тебя, за меня, за любого, вот если мы начнем об этом говорить, это есть Ну да. прямое вот доказательство, что мы Я понимаю. нацисты, что мы расисты и что мы фашисты. Почему? Потому что если мы уже начинаем типологическое отличие внешности, Ага. если мы превышаем, то есть Не, ну да, я понимаю. это не та тема, которую можно сидеть вот прямо Ну да. там для всех рассказывать. Потому что если ты чуть-чуть, ну, монголоидной внешности, то тебе будет Ага. обидно. Или если ты негроидной внешности, тебе будет обидно. И потом появляется вот это гунядин, да и плюс у нас есть много мулатов, есть много метисов. Я знаю. Так, и даду Аллах, сон, и это не та тема. Нельзя это затрагивать. Ну, как тебе сказать? Гитлеровская Я знаю, Германия, я понял. Я понял, это нормально было бы. А здесь я это... понял. Я насчет этого я сразу понимаю то, что ты хочешь сказать, потому что я вижу, что ты не хочешь
никому там навредить, ни себе, ни своим близким. Да. Вот смотри, Хинти Арал цанц нехшо шмеевой килч. Цанц галя думаю, что вот нехшо. А на что цер одуман что. От этого суть их не меняется. Вот царь сумма шлюча, да, просто шубы, он согласен, да. А там еще я авария. Да. Просто дать царю Сандроша молоду Аллах делга. Соцсетью уж мовите. Вы соцсетью уж мовите. Почему не понимают люди простого человеческого? Смотри, да, культура, ума. Сколько войн пошло? Ты же сам знаешь, сколько войн прошел наш народ. Что за, что против чего-то. Само собой, нас уничтожали, нам тут люди оставались из иных национальностей. Само собой, дома да в любом месте, смотри, в любом. Например, Германия, вот свой, сам. Германию уничтожили же, помнишь? Ну да. 45-й год уже. Ну, можно сказать, полностью была уничтожена. Даже. И там несколько солдатиков таких, наверное, остались. Очень много остались. Ну, скажем так, мягко, несколько солдатиков. Ну да. Из разных национальностей. Да еще и женщин тоже, наверное, осталось там. Из русских, там, из других национальностей. Ну, считается, что первые, Али, считается по историческим данным, что когда вошли интернационал, что чисто за первые 2-3 дня было изнасиловано до 50 тысяч немецких женщин. Ну, я То тоже когда... слухал. Да, но это официально, то есть версия в истории, это не от тебя, от меня зависит, это вот как есть. Я не это имел в виду, честно сказать, но имелось в виду, там остались люди из других национальностей. Также могли остаться и у нас. Германия ты имеешь в виду? Да. Когда именно? Время назови мне, 46-й, 45-й? Ну да, те времена из других... Ты должен понимать, что фактически Германия, 45-й год, она была полностью уничтожена. И там осталось, вообще единицы остались. Ну там вот, жили другие нации. А если ты имеешь... Конечно, после завоевания был разделен на две части. Западный и восточный Берлин. Ну, имеется в виду на две части. И эти части, которые уже были очищены, можно сказать. Тухумду, Чеберлайт, Тейп Дац. Туда входит очень много... Тухум это... Тухумду, что туда... Ну, вам нравится, не нравится, это полбит, там 30 с лишним тейпов, которые, в принципе, между собой очень сильно отличаются, но по древности, среди Чеберлай даже есть очень древние тейпы, очень древние, которые даже, когда они упоминаются многие другие тейпы, я не хочу их называть, но они очень древние, дабы никого не задеть. Они в некоторых источниках указаны. Я могу сказать, Башлам. Не надо говорить. Почему? Потому что когда их называешь, начинается Ишундбу, я не буду называть название, но Чеберлай это Тухум. Это не Тухум. А как и Акинцы, Тухум. Да, Акинцы именно не лам эхки, а Акинцы это Тухум, да, верно. Акинцы Тухум. Да. Нохчумахой, Акинцы, Чеберлой, еще несколько Тухумов, по-моему, да? Или я ошибаюсь? Шартой, да. Варсквай, Мелхи. 9 Тухумов. Несколько Тухумов.
9 Да, тухумов. 9 тухумов и 10 тейпов, которые не вошли в туху. Ну да, это люди, я понимаю. Вот из-за этого я говорю, Башлам, могли остаться на нашей земле люди, которые не связаны с нами по родском, родным. Я понял, о чем ты говоришь, но я об этом говорил. Это Ну, было я очень знаю, сильно что- во времена имама Шамиля это было очень сильно. Почему они этого не понимают, я так хотел. Ну, нет, подожди. Нету ни одной Кавказской республики, которая является только чисто одной нацией. Ни одной Кавказской республики нету, Да. которая вот только они что были. Ни Я одной. знаю. Я хочу, чтобы понять, почему. Потому что куда бы ты ни смотрел, у них есть родство или с этой стороны, или с той. Допустим, те же ингуши, которые говорят о чистоте, допустим, некоторые, они же любят. О какой чистоте может быть Я речь? видел. Они говорят, мы братья грузинам. А значит, есть браки с грузинами. Допустим. Возьмем просто даже одну нацию. Само собой, Аушев говорит, что у них есть очень много совместных братьев с осетинами, браков. Получается, осетины некоторые. Возьмем восточную часть Ингушетии. Там очень много браков с Нохчей, допустим. Ну, много-немного, но много там, Ну, допустим. я понял. Это уже автоматически, уже без всех остальных 3 народа, Да. которые входят в состав ингушей. Уже это не может быть чисто только ингушей. Понимаешь? Это Но правильно. даже в той книге, которая есть у меня, Мальсагова, по книге Мальсагова берешь, у них есть и кумыкские фамилии, от кумыков произошли, у них есть и монгольские фамилии, они говорят, у них есть арабские фамилии, у них есть точно так же и остальные фамилии. Поэтому сам Мальсагов пишет, это не Башлам пишет. У них книга есть вот от этого происхождения, от того происхождения, от дагестанского происхождения есть. Поэтому ничего такого нет. Это вполне нормальный, естественный процесс. Процесс этот заключается, был бы он очень плачевным, если бы по национальному составу, допустим, было бы, допустим, 1 миллион Ну, да. чешских казачек и 1 миллион чеченцев. И если бы они 500 тысяч на 500 пошли бы, допустим, это было бы уже смешение. Но когда у тебя население 1,5 миллиона, и ты там взял 1-2 кумычки, 1-2 терские Вот как раз казачки, 1-2 грузинки, то от этого смешения крови не бывает. Это очень маленький процент. Имеется Ну, в виду, это, что... знаешь, А как... если вы Башлам, хотите говорить о прямо уж чистоте крови, а остальном, я просто снова говорю, я эту тему затрагивать не хочу. Есть Ну, да. очень некоторая тема, которая, я не хочу о них говорить, но если вы говорите о чистоте, тут они очень сильно отличаются. У них есть, как тебе сказать, определенная мутация, которая выдает этих людей, у которых очень давно не было кровосмещения. Имеется в виду, Я знаю. другой крови нету. Ну, Поэтому я знаю. это тема, которую нежелательно, конечно, обсуждать. А так, с Да. точки зрения ислама, это не запрещено. Я С точки знаю. зрения ислама. Я знаю. Но в исламе, кажется, говорится, нехорошо, если бывают межрасовые браки. Межрасовые, чтобы вы понимали. Это монголоидная и кавказиоидная. Это кавказиоидная раса и негроидная раса. То есть дети от 2 разных рас. Понимаешь, что? То будь и баркшбеши, айржнаши, церцани. Нежелательно. Мы не будем об этом уже. Но это Помню. снова же, ты знаешь, куда это заводит и о чем это. Я знаю, вот поэтому я говорю. За собор, бич, Вот Ахма Албаре сам Башлам. Судя Албаре. А так, Да, это, конечно, после войны так бывает. Вот смотри, там YouTube канал у меня был канал на YouTube игровой, да?
Я там А. загружал игры всякие. Я удалил все видео, кроме 2 видео. И могу, если хочешь, твои видосы туда закидывать. Вышло. Да, Твои. я понял. Проблем нет, слушай, загружай. Я не против. Если Хорошо. это твой канал, можешь загружать и брать сколько хочешь. Ну, да. Я не собираюсь такие тебе проблемы делать. DNLC, Ваша, Ажал, вот ты, то, что ты говоришь, Нохч Махкой, сам термин, я сказал, что он, да, он появился в 19 веке, это не старый термин, это ошибочно, Да. неправильно, я бы сказал. Почему? Потому что Нохчи это Кам, и Нохч Махкой, можно сказать, что это все. Что Это касается вся... Шуатлай, Чеберлай, Тирлай и так далее, что они не тухумы, Шудух Дахаш. Я вам уже устал говорить. Есть научный подход к этому вопросу, а есть подход обычный, человеческий, который мы любим говорить, разговорный стиль. Есть сленг, молодежный сленг. То есть они там говорят ботва, родители они называют шнурками и так далее и тому подобное. Да. Как они говорят? Про родителей они говорят шнурки, допустим. Шнурки дома или нет. Но это сленг. Есть точно такой же, там, допустим, тюремный сленг. Вот я хочу, чтобы вы понимали, есть какой-то определенный жанр в научных кругах. В научных кругах, хоть мы хотим, не хотим, Мамакаев признанный ученый как этнограф. Термин тухум не уйдет, хотим мы, не хотим, если у нас нет аналога, если мы научным путем это не докажем, хоть мы будем ходить вверх ногами, слово тухум не уйдет. 9 тухумов зафиксированы. По этим тухумам 10 тейпов, которые не входят в тухумы, они тоже зафиксированы. Правильно он сделал, неправильно он сделал. Прав был Сулейманов, неправ был Сулейманов, Мамакаев. Это невозможно изменить, если вы не станете учеными и не поменяете это мнение. Вы, то, что вы сегодня говорите, это называется просто-напросто болтология. Наше обсуждение называется пустая болтология, потому что ни один из вас не будет писать научную работу по доказательству этой базы и говорить, просто-напросто сесть и говорить часами. Я об этом 100 раз говорил. Ни слова тухум не уйдет. Хотите вы, не хотите вы, хоть-нибудь вы должны понимать, от того, что вы говорите, мы не россияне, вы не становитесь отдельным государством, вы ходите с этим паспортом. И до тех пор, пока у вас есть этот паспорт и гражданство, на котором написано, вы остаетесь такими, как есть для всего мира, Russia Federation, понимаете? То же самое остается и с тухумами. Название это тюркское, израильское, да хабибулаевское, разницы нету. Никакой разницы в этом нету. Это научная терминология. Не нужно что-то говорить. Если вы хотите изменить, я вас прошу. Я это говорил Азамату, я это говорил всем остальным. Если у вас достаточно, и вы считаете себя таким компетентным, не нужно Башламу доказывать. Башлам об этом давно все знает. Докажите это Академии наук России или Академии наук Чеченской Республики и измените эту ситуацию. А то, что вы сегодня садитесь и говорите, я не считаю, он не считает, оно ничего, вот столько не поменяется. Вы занимаетесь просто-напросто, вы напрягаете людей, которые вызываете у этих людей сепаратизм. Это дробление. Вы занимаетесь сегодня, когда говорите такие вещи, дроблением. Что обозначает чеберлай? Тухумдац, чеберлай тейпну. А что дают здесь мне? То чеберлай тейпан юкаха, тухум юкахам. 30 с лишним тейп маду. И причем один себя не считает хуже другого. Вы думаете, Мишвай, Максвай, Уарсвай, они откажутся от своего тейпа и скажут, все, Тхогин сдуина, только Чеберло дуала. Они не согласятся с вами. И зачем вам лезть в это, если вы не можете никаким образом это изменить?
Я не могу понять. Да, есть эта проблема. Я говорил и с султаном по этому поводу. Он говорит, ченти, ишта дут хол ченти, тейп дут, нас поселом, тирва изжа дючбу. Нас написали как разные. Я это понимаю. Еще раз я вам объясняю. Я это понимаю. Но от того, что вы хотите, ничего не изменится. От того, что каждый из вас там как бы себя не хотели бы переименовать, это не получится. Допустим, ингуши, правильно, ангуши, ангуштовцы они должны быть. Но от того, что сегодня один скажет, мы ангуштовцы, название не поменяется, пока это не будет научным образом изменено. Или же галгаевцами их не зовут. Вы должны это понимать. Поэтому это вопрос, который вы пытаетесь апеллировать моментами, вы думаете, хитрите, тем самым хотите оскорбить и одно, и другое, и разрушить. Но ваши схемы настолько, они прозрачны, что любой образованный человек вас в пух и прах разнесет 5 секунд. Слушайте, просто скажите, что вы ногчи, если вы не согласны с тем, что Туком... Еще раз я говорю, если мы считаем себя лучше Сулейманова, Мамакаева, я снова говорю, я не могу говорить, что они правы. Я утверждаю, я вам говорю, если вы говорите, что они никчемные, докажите это. Но доказывать это нужно годами. Имея факты. Как Ахмад Сулейманов это делал, ездил по всей республике за свои деньги, все записывал, издал книги, тысячами книг издал. Постарайтесь сделать то, что он сделал, а потом уже говорите. Мы все герои и все сидим. Понимаешь? Это можно бузультанчику сесть, вырезать из контекста слова и закидывать. А вот вы чеченцы, вы такие, вы от тюрков, вы от нагайцев. Ну, балабол есть балабол. Откуда он это взял? Он сравнивает себя с Гюльденштейном. Но показывает, что Гюльденштейн дальше ты читаешь, как с Вахушти Багратиони. Вау, Вахушти Багратиони сказал, что мы отдельно. Ну что говорит дальше Вахушти Багратиони? Я же вам говорил, нечем гордиться им. Потому что снизу он оскорбляет наш народ. И поэтому... Я здесь ждать, потому что если в следующий раз мне этот вопрос зададут, я просто-напросто буду реагировать, когда я не отвечаю на эти вопросы. Я когда не отвечаю на эти вопросы, мне начинают говорить, что ты игнорируешь, ты не знаешь. Я знаю ответ на эти вопросы. Еще раз говорю, Мамакаева, то, что сделал Мамакаев, то, что он там взял, использовал дагестанскую, вот как в Дагестане использовал слово тухум, которое является то ли персидским, то ли арабским, то ли тюркским, без разницы. Но раз его используют, он взял его в обиход и использовал. Его пока заменить никто не заменил. Это наши, мы сидим он здесь. использовал его, чтобы определить большинство людей. Территориально проживающиеся на той территории, которая не является кровно-родственным. Он их зафиксировал таким образом. У него в то время, понимаете, в научном мире нету понимания такого, что, допустим, я взял тюркское, я взял... Нет. В научном мире есть очень простая тематика. Мы сегодня от того, что мы хотим, мы имеем право на чеченский маневр переделать таблицу Менделеева. Не имеем права. Потому что она таблица Менделеева. И Менделеев ее придумал. И если мы используем таблицу Менделеева, она должна называться Менделеева, а не Абдурахманова, или там, я не знаю, Асхабова, или Чимаева. Из-за того, что он Менделеев, Цевизер, Аль-Вайхи, Тишуи, нет. Вот точно так же появился термин «там», в первую очередь, не у нас. И это проблема, это не проблема. Что касается прав ли Мамакаев, нет. Мамакаев очень много ошибок допустил. Но опровергнуть его, снова же я говорю, опровергнуть его версии я или вы должны научным путем. А если мы не можем научным путем, мы можем сказать, да, я зина, но он человек науки. Вот, допустим, говорить о Лаудаеве мы можем. Почему? Лаудаев не ученый, Лаудаев не историк, не этнограф. Его опускать мы имеем право. Вот и все.
Имеется в виду, опускать, я имею в виду то, что он говорил. Лаудаев никогда не был дальше крепости Грозной. Лаудаев ученик там Питерской школы, Моздокской, Ставропольской школы. То есть он в Чечне как таковой. Ни разу не был. Да, по всей территории. Вот поэтому... Кто хочет изучать историю, кто хочет факты добывать, возьмите деньги в один день, то, что на дорогу, выйдите, изучайте факты, все. Суха, как это, легко или трудно? Я тоже понимаю. Да. Вот поэтому говорю. Один раз выехать в горы от экспедиции, Хахуадауан, Суртах, Лила Люш, Даязе, это 1000-2000 на $20. Я понимаю. Там нормальные бабки нужны, вот поэтому я говорю им это. Вот смотри, Башла, 23 февраля, думаю, ты хочешь. Да. День высылки нашего народа. Вот тут снова в Ауховском районе это будет митинг явно. Ну и хотя вариант, Сунгушья, ну, хоть и сарказм немножко имеется, да, и в моих словах, но согласись, Башлан, но согласись, это вполне себе естественный сарказм, так как я представитель ближайшего их тейпа, к ним тейпа, то и у меня родственные связи имеются с этим народом, с Ауховским. Не, с этим Тухумом. Как ты сейчас да, конечно. Да, конечно. Вот, когда они этот митинг делают, я согласен, я их одобряю это все, но я не согласен, знаешь, с чем? С тем, что за столько лет ничего никуда не сдвинулось. Прикинь? Я понимаю, этот вопрос задавали мне, но честно тебе скажу, Али, я в этом вижу большую проблему, реальную проблему. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Почему? Потому что мы знаем все. Если люди живут в Заречье, Ашбала, Хасаюртовский район, Бабаюртовский район, Кьечана, Ашишбала, если бы все в этот день свой бизнес, все без исключения, но у вас нету привычки, чтобы туда женщины ходили, допустим. Женщины, дети остаются дома, если они маленькие. Укара, мысар эздина, дабан, дахитин, тхамнению, тхоцакда, тхонтхай муахк без, тхонтхай ценош дез, хара, элда элдалхари, цунацахирдар эле. Никусками, сохил маалетига, шозахил, кузахил, ласутига. Wallah, Allah. Социк даван сунгуш до тебя ел ситуация. Цан цааш қарс бой, уш у қарс бой. Это вот, ну хин свой дюйцер дати, я сам Богу худом. Это оно долго идет, конечно идет. Я же вот сегодняшнюю статью написал. Я написал об этом. За 70 лет уже идет. С 92 года, с 92-м, кажется, да, приняли. Ну, хорошо, пускай с 57-го года возрождение Ауховского района нет. Закон о реабилитации, кажется, приняли в 91-2 года где-то так. И что у тебя? Я постановление. Я даже не помню, вошла. Я помню, я про это говорю. Что бы то ни было, Бертхилер Худохайон, в последнее время я видел, что я с тобой не полностью согласен. В каком плане? Потому что изменения, теперь есть уже 2 памятника.
который ждали больше, шел памятник Ямайнитига, где Насчет второго памятника пошла. Ты меня извини, но это для меня как-то, знаешь, как Аранлох это дала, Хасри это дала, это мое личное мнение. Ну и для меня это как памятник предательски убитым моим братьям. Предательски. Но это политические взгляды. Мы сейчас о другой вещи говорим. Я знаю, о чем ты говоришь. Это больше политические взгляды. Никто, да, я понял. Никто не говорит из-за Сунхуалачу. Я хочу, чтобы вы понимали. Хохайнохчи циду ахдючтек, хайнхиятто, халхиятто, ши вайн бин бол тяшанда и бацвай биш. Вай аснохчи матахунду сюли ишмунах бон, ача чо хилдош нахбуш. Иш боуди газ кштаб. Я знаю. Идалаха ида танештина и памятник цахиттяша и цахваттяша гарча дуал бульбариш. И сегодня показать, что в Ауховском районе было 2000 ветеранов, цена на самом деле хазнесан yok ударил. Цен цел шилинью итиги. Уайшин даг мадов, цул хал 9 мая я лейлен. Ят бог старгун хасатрудник шхетин. Бугая шкягин даякны лоз памяти. Даг мадов. Шагер дал больше. Поэтому сун хача из yok победу. Это раз. Во-вторых, что касается, что долго идет процесс. Я не против этого. Я знаю, долго процесс идет, вне всякого сомнения. Но этот процесс дино, ой, мах, ног чуть-чуть талушу. Ног чуть-чуть талуш, мялю, вежришен, эхвата, вежриву. Бог, вежрикете. Так целя, ла, ахцела, атан, и школ наш, и нет, свой хундгойчту. Ой, да хундгойчту цен. Цер, йочо, цигахия, никцахлер, тхуек халваш, цигах ашбол, оухош, далваши, цер шаш тайришун, цер шаш эхтубир бушум буша, эцунт эдалушту. Хилдол чарц, хилдол шхалвез, аудал хилцавез. Ой шарта тура дакна, ой нохчи шадакиет, гори вози баха, хирдаци. Цунат цабар хирбат. Цундера танештина, и болха, جگر باقش، دعوش، تیگه باق با بیز، تیگه باق کگر خواشن، قیتو دیز، اکینش ناتیات، اکینس это не отдельный народ, акинс это вообще часть одного большого народа. Деш бог кич, кидек доша, шейц хабахки, нохчичу, шей куза дешит деш, чек болит без, куз бог дахват ба, хин сажал, аух махкера, молниш я даже, тига ашбол молниш, ой галер мухтият, бол бяш бош, веппи тайпан бош, шеш нохчи дуйхош, кидек дер, шей бол бяш лирс букетишо. Руслан, ты в прямом эфире в Ютубе сейчас, ба. Башла. Хочам, масанахи, хочам, да нахи. Например, санен хой будет цаца асцендача, нохча. Но вот захушве, вашему геошчар боштик, да. Мы вот сейчас, если мы уже подводя итог нашему разговору, давайте подведем таким образом. Сегодня очень много проблем, которые существуют в нашем народе. Вне всякого исключения, будь то в Аухе, будь то в другом месте. Где бы это ни находилось, мы видим, что последний час мы на ровном месте спорили о том, что нохчи или нахчи правильно, тухумы мы обсуждаем. То есть мы обсуждаем что-то, что настолько не главное и не важное, но что так сильно используется против нас. То есть мы за это время могли конкретно обсудить какую-то реальную проблематику, касающуюся Средневековья, касающуюся Кавказской войны, или шейха Мансура, или с нашими взаимоотношениями с нашими соседями, или даже статистические данные, как некоторые сегодня мне пытались на уши сесть и сказать, что кумыков в Чечне чуть ли не 200 тысяч, хотя их всех вместе взятых даже нету здесь 100 тысяч. Но все-таки
пытаются, по крайней мере. Почему? Вот они вот таким образом, знаешь, для чего говорят? Они им нету разницы, что здесь 100 тысяч кумыков или нет. Просто Да. они тем самым, если согласятся, что 100 тысяч кумыков, 100 тысяч аварцев, 100 тысяч нагайцев, я примерно говорю. Если Я вот понял. это возьмем, они скажут, их столько, отнимем от 1,5 миллиона. На самом деле чеченцев не 1,5. Вот для чего они это все делают. Я это знаю. А не понимающие люди ведутся на вот эти провокации. Они Большое. ведутся. И поэтому, когда ведутся необразованные люди, возникают проблемы. Необразованные людям платят денежку, дают. И дают им писать. Ну, вот мне один написал. Я знаю, ваша кинчки, я знаю, ты же знаешь много о тейпах. Что дух дахаш. Чтобы вы понимали, о какой книге может быть. Это реальные деньги, чтобы написать книгу. Мы от Айльна Хауна, в общем, обсуждали мы с ним даже, чтобы создать нормальную YouTube-платформу, нормальную. Сколько для этого с нормальным железом, с нормальной камерой, сколько для этого нужно денег, чтобы сделать достойный один YouTube-канал. А Элли знает, я знаю об этом. Даже если уж не говорю, один раз сделать, чтобы 10 лет об этом не вспоминать больше. Чтобы написать книгу, и того нужно больше. О каких финансовых влияниях? Во-первых, меня никто не проплачивает. Во-вторых, у меня нету богатых спонсоров. А те, которые даже были кто-то когда-то, эти люди, ну, люди бизнеса такие люди, они хотят всегда пощупать. Они хотят почувствовать. Если бы выхлоп был от моего, понимаешь, у нас такой народ, который что-то сделал, что-то получил, хотят пощупать, потрогать. Не как евреи, не как европейские люди, которые понимают, что будущее за образованием, за тем, что пишут, сохраняют. У нас нету этого понимания. У нас вот он кил, это нахуй кит. Если мы это не сохраним в ютубах, в инстаграме, в фейсбуке, в ВК, наши дети завтра это уже утеряют. Почему? Потому что наша жизнь сократилась. Халсан 120 лет стариков сейчас почти нету. Сейчас в Бакинах проживают максимум 50-60 лет. Онкология того всего, или ляшку, сунхуштик, асинстанешли на Европе, аухя, панкися, сдаться, чтобы они могли рассказать своим людям. Если мы это не сделаем и не зафиксируем, у нас завтра не будет потомства. И они будут верить тому, что Чингисхан был чеченец, тому, что акинцы это сюли, панкисер это грузины, они ногчи, Чечне живут одни нагайцы, они поверят в эти сказки и бредни Абадянов, Бузуртанов и тому подобное. Они будут верить, что у нас был 200-метровый ковер и что у нас была надпись. Почему? Потому что эти люди не жалеют никаких ресурсов, не жалеют ни времени, ни здоровья, сидят. Я каждый день, каждые выходные, я сел в 10 часов. Сейчас 2 час ночи, 10, 11, 12, час, 2 часа, 4 часа фактически я в прямом эфире. Ресурс моего телефона, он накрывается, потому что или на зарядку нужно, батарея его о чем. Я трачу на трафик деньги. Все это я делаю только, хорошо, там если еще кто-то задонатит, потихоньку я могу еще восстановить. Но в остальное я это делаю на перспективу, на будущее, чтобы вы рассказали своим детям, родственникам, жене, щичуаш, мягчуаш, дадите, чтобы мы сохранили. Но вы не понимаете этого. Вы вместо этого готовы сидеть часами снизу, обсуждать, кто развелся, кто сошелся, там это сказал, здесь духи купил, там галныш поел. Но я понимаю, если у нас тематика про еду. Но вы же даже всерьез не ставите какие-то нормальные, реально интересные вопросы. Сами не заходите в эфир, не поднимаете какую-то глобальную. Но вы сядете, часами разговариваете, говорите, нет, тухом хылцадез, сони не сахир. Но я вам объясняю. Но от того, что вы хотите, я хочу, не поменяется. Мы взрослые люди, мы образованные люди. Хватит тупить. Нам уже пора проснуться. 20 лет нас долбили с обоих сторон, и куски отрывали, и врали. С этой стороны врали, что рассказывали, что там все чуть ли не до самого Аргуна, западная часть, другие врали с восточной стороны. А мы этим временем выживали, воевали, и кровь проливали. Нас делили, нас морали.
Бехмабилла, Санович, как раз таки я вспомнил про одну карту. Помнишь, одна карта, недавно видео было про одну карту. Да. Ты видел, наверное, ее? Да. До Сулака, нашей земли. Да. Да, я знаю, я много раз его укладывал. Мухаммад Бок. Сосуэль жгалар нох чучурук. Нох чучуэ суэль жгал. Куза аш уц ханмет дауна ват. Я беженец хилла ват. Я цая мягкер велла ват. Имеется в виду, я учиться выезжал, на Олимпиады выезжал разные, в хаджи ездил. Так выезжал, но никогда не покидал, имеется в виду, во время вот этих боевых действий, 2 войны, которые были, я никуда не уезжал. Да, в этом есть моя вина. Я заканчивал учебное заведение, высшее учебное заведение по специальности. Я историк. Первое высшее образование закончил на красный диплом. Я знаю нюансы исторического процесса. Я с многими консультируюсь с преподавателями, беру их материалы, потому что историк не имеет права просто сесть, сочинять. Он должен использовать разные материалы и уже туда добавлять что-то. Авторское право, как вы говорите. Поэтому я у себя на блоге четко, допустим, я пишу, мне начали говорить, почему ты меняешь название Нохчи заменил нахчийцами. Я не Нохчи заменил нахчийцами. Я чеченцы заменил нахчийцами. Потому что правильно говорить не чеченцы, а нахчийцы. Потому что наше исконное древнее название это Нахчи. И этот закон принят Академией наук Чеченской Республики. Если бы они не приняли, я не имею никакого права писать и говорить от себя там чеченцы. Вот о чем я говорю. Поэтому нужно понимать четко то, для чего мы это делаем. И вы знаете, я вам скажу честно, порой взрослые люди намного... Мне приятно, когда они говорят, они не могут мне финансово помочь. Я понимаю это. Но они настолько понимают глубину слов о единстве, о том, что нам нужно учиться, что мы должны перевязать руки, чтобы они не брались за оружие, чтобы мы нас не уничтожали. Вы должны понимать, уничтожается лучший генофонд, и у нас остается хэчи-эльнаш. Останутся именно те люди, которые не столько пытаются нас объединить, а наоборот таки пытаются нас разделить максимально. Разделить. Почему? Потому что эти хэчи-эльнаш никогда не будут воевать. Они убегут, прибегут и скажут, да, нохчи цхаца. В прошлом эфире один брат рассказывал, есть преподаватель Рош, есть среди нас такие люди, которые говорят, справедливость. В мире нет справедливости. Вообще, по сути, нет справедливости. Вообще в мире нигде нет ее. Где-то, если тебе не согласен, тебе никто не держит. Ни в Чечне, ни в переезжайте куда хотите. Если вам там лучше. Если можете поменять ситуацию, поменяйте. Но Родина у нас одна. Предки у нас одни, горы у нас одни. Это сложно. И когда тебе 80, 70, 60, даже 50-летние взрослые пишут, я живу благодаря этим людям. А меня, нарнийцы, хэчи-эльнаш, пантагоны, которые сидят по разным сторонам моей родины и даже в моей родине начинают мне говорить, ты зарабатываешь. Жизни, да. Если я здесь зарабатываю, за целый год, если благодаря моему блогу, если я за целый год 50 тысяч набраться, о каких деньгах вы говорите? За год 50 тысяч, чтобы вы понимали, это даже не 500 рублей в месяц. Вот этим балабольством не заниматься, разногольством. Вот я просто-напросто, мне очень трудно. Я специально эту тему поднял. И сразу все остановились. Но у нас же люди очень сильно по внешности оценивают.
очень сильно. И я тоже уже, знаете, среди меня, я занимался НКО. НКО – это некоммерческие общественные организации, молодежные организации. Я знаю, как выглядят люди, которые сидят там на лирике, бакласанах и так далее и тому подобное. Или кто пьяный, или кто там уже отсталый от жизни. Но мы должны понимать, что есть грань всему. Наша жизнь, она ограничена. И у нас ее не так уж и много. Поэтому попытайтесь сделать все, чтобы больше мы могли максимально принести пользу для нашего народа. И если сегодня Айли вышел в эфир, допустим, до того, как Айли вышел, там было 30-40, а Айли вышел 70, 80, 90, вы должны понимать, я провожу эти эфиры часами только для одного. Во-первых, у нас очень много людей, несмотря на то, что мои эфиры 4 часа, которые я их загружаю, люди даже после, если не успели ночью, днем досматривают. Большой. Раньше, если просмотров было, там, я не знаю, 100-200, сейчас и 3, и 4 тысячи поднимают. 4 тысячи человек, которые просмотрели видео 3-4 часовое, касающееся нашей Родины, касающееся нашего народа, важные аспекты нашей жизни, это очень значимо. Когда я выключаю каждый раз эфир, я смотрю, у меня за это время, пока шел эфир, зашли приблизительно от 2 до 3-4 тысяч человек. 4 тысячи человек услышат, кто мы в реальности, как нас зовут, что мы один народ, что никакой аухя, ашберсюли, боци, что они засюли, не выдают замуж и не берут их в основном, если это долбозвончик ваца. И эти вещи нужно знать. И только таким образом, ас аухай хагич, ас кистой хагич, ас мухаджиш, арбой, урдо махкабеш хагич, Европа болса, вежли хагич. Только так, если мы друг о друге заботиться не будем, каким образом? У нас есть некоторые люди, которые называют шароевцев шабеш сюлюбош санашбу. Потому что дебилы не знают, какой свой тайп, какой чужой тайп. Взять книгу, купить книгу, жалко всем. Все хотят, чтобы Башлан купил. А то, что эта книга стоит 1000 рублей, 2000 рублей, люди не понимают этого. Кстати, Башлан, он с книгой. Он халла. Он халла. И он Дагестан, хасюр тайюин. Я вайцаю, только вайцаби, я хитсер теню юкай. Так сай йокиш, юса завач. И хажой тулюхас. Дорогой, ваша, йоги очень по карману яцы. Да, посмотрим. Ищ ситуацию у тебя. Я хочу, чтобы, знаете, братья, каждый день я вам задаю вопрос, вы говорите, вы анонс выставляете, там, какую тематику, какие вопросы тебе будут задавать. Да не нужно давать какое-то анонсирование. Вы прекрасно знаете, что мы обсуждаем касаемо нашего народа, касаемо нашей истории. Хотите о традициях поговорим, хотите о культуре поговорим, хотите о языке поговорим. Но если вы не понимаете, какое у нас завтра будет потомство, что мы хотим оставить завтра нашим детям. Мой дедушка сказал, мой папа сказал, вот об этом вы хотите говорить. То есть эта книга стоит где-то 170 евро, и сколько? 15 тысяч она стоит фактически. Не фактически, а 15 тысяч она стоит. Поэтому вы должны понимать, те вещи, о которых мы сегодня обсуждаем и сегодня фиксируем, все эти 4000 человек услышат. И глупость, которую вы моросите, и то, что вы снизу пишете, вообще неподходящие вещи, это не красит вас. Или если вы заходите, я не прошу быть сверхсерьезными, но я вас прошу, хотя бы задавайте полезные для нас вопросы. Вот именно. Сагапшинский, ваша, я в городе буду завтра ближе к 6-5 вечеру, Хируса, днем меня не будет, что Дина, юрта, усана, ночью чушь. Вечером тебя интернет. У меня в последнее время проблем не сел. Гумдуса ситуацию, у меня не всегда все получается. Конечно, J1 древнее, чем J2. Пагл Берри. Мы должны понимать, что один выше всегда, чем два. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали.
Если бы вы хотите говорить... Башлам. По религии, помнишь, пленный человек, Хошберш, Йозу, Ама, Язя, короче, Деша Хошберш, Пегмаро, отобрать ин Берш Амбой Чолебош, Дючмерей, если я не ошибаюсь. Он отобрал от пленных воинов, тех, которые знали науку, имеется в виду писать и читать, и дал им обучить детей. Так вот, если Пегмара наук угурхал яхнила, если Амр хал яхнила, Энах, Дешиш, Ам Деш, атомные бомбы, маять оружие и энергию. Это еще оружие. Ядерные бомбы, оружие и энергию. Да, и Хаусыш, и давайте поговорим о каких-то фантастических вещах, которые многие хотят всегда говорить. Мы все любим говорить о том, что о независимости, о свободе. Никакой свободы, никакой независимости не будет, пока есть... Да, на русском языке это есть. Она на русском и на английском. Но на русском и он. Формат русский язык у него. Вы должны понимать, что ни одно государство не просуществует и даже года, если будут люди, которые не способны будут регулировать этим государством. Все институты, которые должны существовать, они держатся на образованных людях. Не будет образованных людей, не будет заводов, не будет другого, не может существовать государство. Да, мы можем жить как там в палатках, какие бедуины, как жили там, скотину пасти, но даже в этом случае мы уверенно можем сказать, что в Центральном Кавказе нам жить вокруг, где все сплошные субъекты Российской Федерации, кроме одной Грузии, которая в горах и которая с нами не имеет границы, мы не сможем существовать. Почему? Потому что мы не хотим учиться, мы не хотим развиваться. Вы знаете, есть такой Троцкий, обозреватель музыкальный, его, как же его имя? Леонид, кажется, его, Троцкий, его фамилия. Он вел, по крайней мере, когда-то на YouTube-канале, и он говорит, а кто такие, говорит, чеченцы вообще? Они до тех пор, пока мы их не научили русскому языку, у них даже языка не было своего. Это в свое время в Советском Союзе говорили, что если бы не Советский Союз, то русские ходили бы точно так же, воняли. И именно Советский Союз их начал загонять, этих крестьян, в бани и научил их. Да, Артем Троцкий, да, правильно будет. Артем Троцкий, Артемий, кажется, или Артем. И говорит, мы их загнали в бани, и они научились каждое воскресенье умываться и начали чистыми быть. Вот такое же отношение к нам, и ни один человек не указал ему. Послушай, чувак, ты, может быть, конечно, еврей. Ты, возможно, еврей. Ты, возможно, там и грамотный, образованный человек. Но когда ты и твои предки бегали в лаптях, наш народ строил и многоэтажные дома, наш народ уже обладал и использовал металл, бронзу, наш народ мог делать трепанацию черепа, наш народ уже создал одно из самых древних государств, близкородственный нам народ с нами вместе. Ему сказать это некому. Какой смысл от того, что вы знаете, если мы не умеем говорить, если мы не умеем преподносить, если мы это не записываем? Почему я должен везде лазить, искать и каким-то упырям отвечать? Хотя он один из самых лучших в России считается, там, музыкальных критиков и обозревателей. Я смотрю Максима Фадеева, подписан на него, Парфенова. Леонид Парфенов, подписан на него. Соловушку я не смотрю, это еще тот сказочник.
и остальных, ну, более или менее таких, Максима Шевченко. Почему я смотрю и слушаю их? Эти люди независимо, не ангажированно рассказывают многие вещи, которые очень полезны и для развития они полезны. Если мы не будем апеллировать такими фактами, которые они понимают, мы останемся для них такими же людьми, необразованными, черными, варварами, которые не умеют себя вести. Я учусь не для того, чтобы им угодить. Я учусь, чтобы представлять мой народ в лучшем свете. Да. Если бы таких, как Топа Чермоев, масла, я имею в виду, образованных, или там таких, как, я не знаю, Хасбулатовых, было бы десятки. Я примерно с точки зрения образования говорю. Я знаю, что для ауховцев Хасбулатов это больше негативная личность, чем позитивная. Это я знаю. Прошу сразу там не писать мне. Но если бы таких людей и интеллигенции у нас было бы больше, и они работали бы на высоких должностях, как евреи, так и наши нохчи никогда бы в жизни бы не сделали, не допустили того, чтобы у нас была война. А мы допустили. Мы допустили этого. И уничтожили 300 тысяч нашего населения. Из них там 40 тысяч детей и так далее. Я не говорю, что мы проиграли. Я не говорю, что мы выиграли. Я говорю о другом. Я говорю, что наш народ... До сих пор пожимаем те плоды, Башлам. До сих пор наша эта природа загадана этими бомбами, всеми. Ну, это само собой. До сих пор. Поэтому вы, конечно, можете упрекать, можно много чего говорить. Как ты сказал, я этот разговор начал, Али, с твоих слов. Возьмите чуть-чуть денег, постарайтесь выйти. Для начала попробуйте завести блог, вести хотя бы в день, закидывать 1-2 поста, само собой проверенного, желательно, чтобы вы могли, когда отвечать людям достаточно, без разницы какой национальности, тут разницы нету, он с севера, с запада, с востока, мне разницы нету, как будет выглядеть враг моего народа, я в любом случае опущу, и мне разницы нет, снова же, тут нету предвзятого отношения к кому, я говорю, не трогать наш народ, и если я смогу доказать и опровергнуть его, я это буду делать. Мне не нужны адвокаты, мне не нужно другое. Вы знаете, что многие братья в разных группах сидят, я знаю, объединились, но я не вхожу в эти многие объединения только по одному. Потому что если сон до конца я не хочу с этим человеком. Да, он мне будет друг, брат, но до конца пока я такого человека не нашел. Пока. И я вижу, какое отношение многих, я не говорю у всех, у многих к нашим блогерам, которые пытаются хоть как-то изменить ситуацию в лучшую сторону. Они в нищенском, как и я, в нищенской ситуации. Почему? Потому что, во-первых, мало того, что финансово не поддерживают, это фиг с ним, хорошо. Я не про это. Но даже подписываются именно под вражеские группы, под все остальное. Не под свои. Репост Яшина крайне редко делает. Знаешь, как делают репост? Когда касается, допустим, ауховцы делают репост. Или панкисы, панкисовцы. Но чтобы ауховец сделал репост панкиса очень. Или кечал, нет у нас, вот нам все. Урмировала, репост ерю, диха урмировала, это самое плохое у нас. Поэтому я считаю, что в данной ситуации, по крайней мере, мы очень сильно проигрываем. Мы и будем проигрывать. У нас нету консолидации гражданского народа. Мы не знаем, что такое даже гражданский народ. Поэтому мы должны понимать, четко понимать и осознавать, что нахчи народ, проживающий в Европе, в Азии, в Грузии, в Дагестане, где бы они ни проживали сегодня территориально, это один единый народ.
один единый народ, от которого мы никогда в жизни не откажемся и не отказываемся. Уайца душун. Шудик лой, валлахи биллахи таллахи. Ешу холлак дир душун. Я марг биттин цара, я ош хазда ца уаху шуламетти гвич рахкаришун. Хунд ача, я виру, я хагаза хил уаха изарю. Другого нет. Уайца цахла. Уайца хули. Европа, Китай, Индия, разница от сонах чего сацахбеш савежрибу. Без разницы. Хайком вала. Хайц иду и халаи. Ибияхунт эхутер ватсон цуни бяхах ятер датсон хаддик хила. Цо хаддику ал ас, допустим. Сайгерген нахмабация, что хочешь беш. Цажимна нохчи хагича, нохчи эшер хайча, француз, немец, хамоя, нохчи бол. Что хочешь онду. Ва дукдахаш. Вай дукдац. Вай массар, вай диг, вай гошахту, вай дагойти. Валлахи, Аллах дала, вай бусулба дош, вай нахчи дош, вай эхту бирмон. Хоққал бир дат дош, и жиму эцвал кезик дош, вай эзер дат мешка, диет вай хачи эйлнаш карюшун, вай зудриши дол дат дюнал дош. Разделяя власть твой Богом. Древнеримская пословица, вот как раз таки, о которой ты говоришь, она абсолютно ничего не поменялась и не изменилась. Ну да. Разделяет нас и властвует над нами, как обычно. И не только над нами, над другими тоже. Без разницы. Да, конечно. Конечно. Вот у меня, говорят, с Александра Македонского это пошло. Но по мне так с поздних времен. Еще что? Это разделяя власть есть же. Ну, я не слышал, чтобы Александр Македонский разделял. Я, честно сказать, в основном то, что я знаю, это правило. Я много читал про древнеримскую. Древние римляне использовали. Возможно, ты прав. Что-то, не, говорят, но не факт. Но я почему говорю, я немножко про Александра Македонского историю знаю. Ну, да. Он был таким, знаешь, космополитом. Он верил, что если он будет строить Александрии, что не только вот по фильму, они тоже использовали исторический материал. Если он будет строить Александрии, если он будет распространять свою культуру, Александр Македонский думал, что эти люди станут такими более образованными, цивильными, ну, в его понимании, потому что он все-таки был для них западной культуры человек, а здесь Восток, Индия, и они, конечно же, немного не понимали. Для них это чуждая культура, которую они, конечно же, не догоняли и не знали. Ну да ладно, оставим Александра. Он единую страну хотел просто сделать, как мне кажется. Что хотел сделать? Единую страну. Да, как раз таки он пытался сделать единое государство. Не знаю, как бы оно называлось, но снова же, видишь ли как, сбунтовавшаяся армия, она говорила, что из проклятых варваров, язычников никогда не получится вот такой белой расы. Ну, это тоже своеобразный расизм, что культурных македонцев или греков с их великой культурой, с их великими философами, математиками. Ну да, но он же, в принципе, опроверг все философские догматы того же Аристотеля, который был его учителем, который там считал край мира уже за Индией, что там нету земли и что можно упасть с этой земли. Поэтому это глубокая тема, которую мы сегодня не будем затрагивать. А так, честно скажу, об этих вещах можно говорить и рассказывать нашему народу, чтобы они ознакомились с этими материалами. Да. Если это людям интересно. А так, как раз вот те времена, наверное, многие так не были насчет науки, там, то да сё. Только таких. Насчет науки у нас и сейчас нету. Так, но имеется в виду на этот счет. Башлам. Имелось в виду образованным. Нет, я не был. Башлам. Имелось в виду образованности.
Я себя не... Сейчас я тебе объясню. Как сейчас этот говорит певец, что ли, был этот, как ты сказал, то ли какой-то там... Ну, не говори. Певец до нас они не были образованными. Музыкальный критик, да. Ну да, вот смотри. Артемий, да, Троцкий. Ну, вот смотри, если так подумать, до Александра этого не были образованы эти народы. Ну, нет, я бы не назвал. Они образованы, конечно, были, но если... Вот о чем я, Башлам, вот о чем я. У них для себя была своя образованность. Ну да, конечно. Культура своя. Вот о чем я. Зачем? Говорит о своей образованности с кем невозможно говорить, если нет взаимопонимания. Какой вот сейчас мы говорим Троицкий. Ну да, будет вот смотри. Троицкий. Он говорит, до нашего языка у них не было языка. Может, они просто не понимали нас? Нет, нет. Там дело не в этом. Он имел в виду конкретно о кириллице. Он говорил, вот если бы они не принесли кириллицу, имеется в виду русских, имеется в виду. Он просто не было человека, который мог сказать: чувак, до тебя у нас была латиница, до тебя у нас была арабская вязь. Так что ты становишься в очередь, и до тебя у нас были образованные муллы, которые умели и писать, и читать, и ислам к нам пришел много раньше, чем вы. Просто некому это ему объяснить и написать. А ведь есть место для комментариев снизу, есть место, чтобы написали, сказать, там, сделать в Ютубе канал, там, допустим, или Сонох чего, или что-то написать, послушай, там, написать: чувак, ну вот ты пишешь, а на самом деле ты выглядишь очень глупо. Твоя глупость заключается в чем? В том, что несмотря на то, что ты считаешь себя великим историком, однако у чеченцев была своя культура, был свой язык. Ты, не зная этого, пишешь об этом народе такую чепуху. Этот чувак больше никогда бы в жизни, если он образованный, такого бы не сказал. Или, по крайней мере, заинтересовался нашей историей, прочел бы ее и остановился. Почему на сегодняшний день я не люблю Соловьева? Я помню, когда эта ситуация была с Москвой стрельбой, он рассказывал про кавказцев, что они такие-сякие. Ну, не слушай, девушки, не хочу сейчас озвучивать, что он сказал, там, приехали, с гор спустились и так далее. Поэтому после этих слов у меня нету ни доверия, ни уважения к этому человеку. Балабол просто-напросто. Мне он не нравится. А так он себя, конечно, в одном месте одно говорит, в другом месте второе говорит. Да, короче. Ну, это балабол, как ты выразился, он и есть. Насчет того, что образование надо иметь. Да, образование надо иметь как раз так, как Башлам говорит, чтобы опровергнуть их ложь. Пока им сейчас не до нас, они сейчас, вот видишь, обсуждают здесь ты панкисец, нет, кистой, галга, осо, кавказец, вот кистой, давай, братик и так далее. Вообще не относящийся, вообще не касающийся нас, нашей темы, вопросы обсуждают снизу. А я ведь могу, смотрите, просто вот так сделать. Все. Пускай сейчас. Что обидно. Я же могу просто так в одно окно. Я оставил комментарии, чтобы интересные вам вопросы вы могли параллельно задавать. Понимаете? Я отношусь к вам с уважением, а вы вместо того, чтобы слушать или же сказать свое мнение, вы обсуждаете там какие-то другие вопросы. Потом у вас возникает проблема, начинают говорить что-то плохие, мои подписчики начинают говорить про Галга,
мне начинают, Баслам, он собой в эфире, хочешь нацик, вечно ингуши обсуждать. Я разве сейчас обсуждал ингушей? Или обсуждал ингушей? Мы говорим на другую тему. Но вы снизу и трете, пока у вас не возникнет какого-то проблемного вопроса, и потом начинаете заходить в директ, вот у тебя в эфире вечно оскорбляют ингушей. Валла не оскорбляют, если вы не начинаете. Нормально. Говорить, вот большой, самый важный бич нашего народа, что вы не хотите, не слушать не хотите, не понять не хотите. Отсюда раз, еще, целула сумма, короче. Вот оставь, да, пускай сам разберется. Насчет этого, ингуши, не ингуши. Ингуши, братья нам, не отрицаем. Некоторые из ингушей, так же, как и из чеченцев, скажем, с русского языка, короче, вы пошла. Нохчи югла, гава югла, бамубай цахтбо нах. Голдал. Масохом шуаму поедешь. Вы... Gelbel nach Masana barışım, no iş gelbel buyum. И голдал, вы... И голдал, ча... уже Мансур старый хульшляхт, Мансур старый с двори кавер ишт, да, я что это вообще? Да, он бьется. Zum Vadorada же, да и Садагоца Витуруса, Аякла. Не будем, как говорится, о мертвых или хорошо, или никак. Просто... Имеется в виду, мое сердце не давало мне этого. Так как я воспитан по-другому. Ну, это да, это да. Мой отец никогда даже не накричал на меня. Не то чтобы бить. Не то, чтобы сказать плохое слово. Повезло тебе с отцом, Али. Да, Гештел, Сунсайник, Войзон. У меня такой был Гитлер, отец. Дог Эдвори, но Халех Чултя. Хай Гитлер Бойтер. Отец, чувала, иштма, тонцун, цангайнада, والله بقدر صوت مو آمنه هم يقيج خوان يقيج خلان هاي وقت ما بعد تلوان باش آمنه تون دات خيبر سوني بر وان خيبر تتعش وقت عنا شاتن ها وقت عوات تتلوان زت Дело масоком шуабушем голдах, масоком шуабушем дикнах. Просто он район пошла. Там шли нас, да, с центра, даже кирпич юлошка, бомбаш халал. Хотя до такой степени все гуматься, что и гонил хэр, да, если это пошла. Ашля хаба, тумаба, ишто вашавоса. Но цундикален, да, хас хабарто, дицана, и вахта ждать, да. Вот. В этом плане, конечно, да еще дико. Имеется в виду именно мой отец. Я взял просто отца, как прототип, я понял, да, я понял. Как прототип того, чтобы, если мы сегодня добрые, это не значит, что на нас надо вешать всякие ярлыки. Согласен, абсолютно согласен. Мы просто добрые из-за того, что мы воспитаны. Мы знаем, что нельзя так говорить, нельзя так делать. Но имейте вы тоже немного совести, чтобы признать это в человеке.
людях, народе. Правильно? Конечно, к сожалению, многие порой доброту, мягкость Ну да. воспринимают за другие качества. Ну, Бог в помощь, как говорится, таким людям. Ну да. Каждый найдет то, что искал. Бесполезно умрет. Подводя итоги, сейчас я боюсь, что уже мы можем отключиться. Ну да. Время уже 3 час. Я просто Сага, готов вообще говоришь. я сейчас сразу отключиться до идущим. Ну да. Да, Сагершинский, Суна Эле, Ога Эл Вардун, Аллах Дайре, Схил связи Валер, то, что провел время, то, что поделился сокровенным, то, что мы давно об этом, как говорится, и говорили. Султан, мил султануица, Касиевица, Касиму. Султан, Султан Касимов Цани, я говорил, он сказал, свободное время будет, когда сделаем эфир. Я с радостью. Вопросов нету, я с радостью пообщаюсь с этим человеком. От его времени зависит. Народы, будьте благоразумны, ведь Аллах создал нас теми, которые мы есть сейчас, в данный момент. Не надо никого упрекать в этом или в том. Смотрите, у всех есть грехи. Будьте благоразумны. Иншаллах, вай нохчи дует, сабар тхуниловай дерге. Амин. Ташхуниловай, масана, Европа хуниловай, Ока хуниловай. Хеч, горчка хуниловай. По России, по другим странам. Сабар тхендовай, иншаллах. Да, Аллах. Да, Аллах. Я Аллах. Все, Дайре с Хилом. Масса. Да, Духуа Хуэл. Масса. Уважаемые мои братья и сестры, огромная благодарность вам за то, что сегодня побывали в эфире. Я хочу поблагодарить тех несколько человек, которые сегодня задонатили. Аллах да сааду альшу бодис соуда кил эзернашка. Если я кого-то ненароком обидел или как-то что-то там задел вас, я прошу ради Всевышнего Аллаха прощения у вас. Я не хотел, никогда не оскорблял и не обижаю ни один народ и не пытался этого делать. Просто мы констатируем факты, которые могли бы уберечь наш народ от еще большей беды. Взаимоуважение, единство – это самое образование, это самые нужные вещи. Уважайте, стремитесь к чему-то лучшему. Пока сегодня есть возможность, мы сделаем все, что от меня зависит. Я сверхдвездала. Пишите в директ, а сайгдалу, что я гона осталдидуш. У меня я сделаю, расскажу, помогу. А в другом дал эндале дикник хельчане кеча годирдушу. Я огромная благодарность, что сегодня в эфире до конца побыли. Не забывайте подписаться на канал. Приглашайте больше к нам подписчиков. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Лайкайте. Читайте обязательно. Тексты небольшие. Поэтому под постами читайте. Это в любом случае касается или нашего народа, или вашего здоровья, или какие-то философские вопросы в редких случаях. Поэтому не забывайте, что все, что мы делаем для вас. И нету здесь никакого фальша, обмана или что-то сделать. Нам не хватает единства. И из-за того, что у нас нету единства, мы сегодня теряем огромные возможности, и потенциал нашего народа, который мог бы быть.
Пойду я свой чай пить, спать я не собираюсь. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите. Сколько там, 2-3 человека было сегодня, кто задонатил. Да, Саадуэлла ждает. Я постараюсь завтра тем, что собрал, сделать эфир. Не гарантирую. Если получится, сделаю эфир. Если не получится, так что не обижайтесь, значит, увидимся в следующую пятницу, если доживем до этого. Бюйсталдейл алюайл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш друг, брат Нохчу Башлам на канале Башлам 39. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.